рамках еженедельного совещания участники рассматривают 6 ключевых вопросов. С 18 по 21 июля этого года в Санкт-Петербурге состоится важное для общества и бизнеса событие – Петербургский международный экономический форум. Принять в нем участие планирует и делегация Ингушетии во главе с руководителем региона Махмудом Али Калиматовым. Республика покажет свой инвестиционный потенциал и планирует заключить взаимовыгодные соглашения. Планируем подписать 3 соглашения. Это соглашение с Президентским фондом культурных инициатив, трехстороннее соглашение с Агентством стратегических инициатив и Алюминиевой ассоциацией, это объединение производителей и поставщиков алюминия. И соглашение планируется с акционерным обществом «Почта России». Далее планируется 3 встречи главы Республики Ингушетия. Это с директором Российского Эмиратского делового совета, запланирована встреча с полномочным послом Республики Беларусь Российской Федерации. Словом, форум для республики обещает стать продуктивным. Председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин отметил, как важно подойти к предстоящему экономическому событию со всей ответственностью. Следующий вопрос повестки – это подготовка к торжественному мероприятию, приуроченному ко Дню России. Как рассказала министр культуры Ингушетии Залина Лянова, программа насыщенная. Мы начинаем в 11 утра народные гуляния на площади перед ДК Сунжа, где будет выставка ДПИ. Также там будет проходить концертная программа. Совместно с Миннацем мы организовываем это мероприятие и мэрией города Сунжа. В 15:00 запланирован торжественный концерт мероприятий с участием главы в самом здании дворца на сцене. Концерт будет продолжаться 1,5 часа. В общем, все мероприятие запланировано с 11 до 18:00. Следующий вопрос повестки – деятельность Центра управления регионом по мониторингу информационного поля в сети интернет, обработки жалоб и обращений от населения республики. Руководитель СУР Ингушетии Берс Банхаев рассказал о количестве и характере обращений от граждан. Обращений было 236 за неделю, что практически на 59% больше, чем в предыдущем периоде. Это может свидетельствовать о повышении активности граждан в социальных сетях и запрос на коммуникацию с органами власти. В то же время среднее время обработки обращений сократился на 25%, с 4 часов 7 минут в прошедшем отчетном периоде до 3 часов 4 минут. Такая динамика подтверждает возросшую оперативность работы и оптимизацию процессов. Об организации работы по обеспечению водоснабжения населения республики в летний период отчитался исполняющий обязанности министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Ингушетии Муслим Чапанов. Он поделился, какой фронт работы запланирован в отдельных муниципалитетах, чтобы не возникали проблемы с водой. 2 мероприятия мы планируем в 2025 году. Это то, что уже озвучивали в сельском поселении Бердюш и в городе Карабулак. Общая протяженность водопроводных сетей будет составлять чуть более 25 километров на общую сумму 207 миллионов рублей, включая в том числе и внебюджетные источники финансирования. Также в рамках еженедельного совещания участники обсудили ход весенней призывной кампании и отбор граждан на военную службу по контракту, организацию оповещения призывников на срочную службу в вооруженных силах России, реализацию национальных проектов и государственных программ. По всем вопросам Владимир Сластенин дал соответствующие поручения. Лина Цычоева, Билал Ахигов, Магаз 24.